Дорогие соотечественники, Абхазия шла к независимости и свободе долгим и тернистым путем. Сложен и нынешний процесс становления современного абхазского государства. Он сопряжен не только с пока еще сохраняющейся международной изоляцией страны и другими внешнеполитическими факторами, но и внутренними социально-политическими противоречиями. Поводов для тревог и переживаний немало. Наряду со значительными подвижками и позитивом есть, конечно, и определенный негатив, вызванный как субъективными, так и объективными причинами. Однако, на наш взгляд, нет оснований драматизировать ситуацию, доводить степень остроты проблем до безысходности и коллапса. К сожалению, такие оценки мотивированы политизированностью, целенаправленным выхолащиванием действительности. Вместе с тем, абхазское общество, несмотря на сопутствующие проблемы развития и роста, уверенно демонстрирует свою жизнеспособность. Различные слои населения, политические силы, несмотря на определенные расхождения во взглядах по тем или иным вопросам, объединены беспокойством за судьбу государства, за сохранение базовых духовных и идеологических ценностей. Благодаря поддержке дружественной России наметились позитивные изменения в укреплении безопасности Абхазии, ее обороноспособности, в социально-экономической сфере, во внешней политике. Сделаны первые шаги в плане реализации судебной и конституционной реформ. На нынешнем этапе наше государство проходит еще одно серьезное испытание на прочность и устойчивость. Президентские выборы выявили широкий спектр мнений и взглядов на существующие проблемы, сильные и слабые звенья демократизации нашего общества, парламентаризма, изъяны управленческой системы, пока еще не свободной от старых схем и стереотипов. Между тем, достаточно очевидно, что выборы становятся зеркалом общественного и политического самосознания народа Абхазии, индикатором взаимоотношения власти и оппозиции. Также зримы и явственны симптомы государственного и корпоративно-группового мышления. Оценивая проистекающие при нашем непосредственном участии процессы, мы должны научиться отделять зерна от плевел, ценить и беречь полезное, положительное, преодолевая негативное и разрушительное. Все мы несем личную и коллективную ответственность за все, что есть сегодня и может произойти завтра. Поэтому каждый из нас призван, побеждая личный интерес и пристрастие, дорожить теми завоеваниями, той выстраданной свободой, во имя которой сложили головы сотни сынов и дочерей Апсны. Серьезным препятствием в строительстве нашего государства могут стать внутренние трения и конфликты, могущие поставить под сомнение суть и смысл национальной идеи, сохранение народа, его идентичности, исторической самобытности, государственного суверенитета, конституционных устоев в Республике Абхазия. Мы не вправе забывать, что любое противостояние в нашем обществе может быть использовано против нас агрессивными и коварными силами, потворствующими реваншистским устремлениям Грузии, которая вновь инспирирует конфликт в Южной Осетии. Выборы главы государства – это, безусловно, важный этап нашего развития, но они являются лишь частью процесса формирования политической системы, строительства государства, его правовой культуры, политического самоутверждения. Поэтому, на наш взгляд, не следует относиться к данной акции гипертрофированно, оценивая чей-то выигрыш или проигрыш как явление, могущее кардинально изменить ход дальнейших событий, как нечто фатальное. Кто может сомневаться в том, что курс на независимость, определенный надолго и вовеки народом Абхазии, основателем современного абхазского государства Владиславом Григорьевичем Ардзинба, остается незыблемым при любых обстоятельствах. Мы можем преодолеть любые сложности во взаимоотношениях, любые проблемы и препятствия только вместе, только в тесном взаимодействии, только сообща. И поэтому обращаемся ко всем, кому не безразлична судьба нашей страны, наших общих достижений, нашего единства. Будьте бдительны, проявите мудрость, сдержанность, хладнокровие, чтобы сохранить пока еще
хрупкий мир и стабильность в Абхазии, перед которой открывается новый шанс стать красивой, благополучной и процветающей страной, признанной международным сообществом. Пусть после 8 сентября вновь восторжествуют в Абхазии мир, созидание, традиционное взаимоуважение и чувство семьи единой. Пусть разум возобладает над политическими амбициями и пристрастиями. Да хранит Всевышний, миролюбивый и героический народ Республики Абхазия.